Но вы бы не спешили пока, Иннокентий Францевич. Побыли бы дома, восстановились. И потом малыши, они ж такие беспокойные. Да, это вызов. С учениками от 2 до 5 я никогда не работал. Но жизнь Машенька любит смелых. Вот там и восстановлюсь. Неугомонный вы, Иннокентий Францевич, но я очень за вас рада. Ты-то сама как? Освоилась уже? Да, освоилась. Вот своим завтрак готовлю, а то они все время на ходу питаются. Вы давайте там выздоравливайте, я вам еще перезвоню. Хорошо? Обязательно и непременно. Всего тебе доброго, детка. До свидания. Доброе утро. Спасибо, Маш. Доброе утро. Какой запах, Машенька, ты нас разбалуешь совсем. А где Надя? Все же остынет. Она собирается пока. Ей можно сегодня позже выехать. А я хочу еще до работы в новый центр заехать. Это тот, в который вам предлагают перейти? Да. Но Надя пока сомневается. Хотя, знаешь, там столько возможностей. Они такие хорошие условия предлагают. У нас в лаборатории чем мы занимаемся? В основном теорией. А там все наши разработки по регенерации клеток можно на практике применить. Сонь, смотри, какие у тебя родители молодцы. Что? А, ты по поводу новой работы? Ну да, мама говорила, круто. Маш, а у нас яблочко есть? Да, конечно. Машенька, очень вкусно. Доброе утро. Доброе. Надюш, ты немного хоть выспалась? Вчера опять ночью пришла. Сонь. Да у нас там опять много работы. Превысили дозу облучения клеток, остановился синтез ДНК, пришлось начинать все сначала. Обычная наша история. Что значит превысили? Антонов уже не в первый раз этот опыт проводит. Я же предупреждал. Сереж, давай потом поговорим. Так, я все. Маш, ты когда будешь готова, скажи мне. Хорошо. А вы куда-то собрались? А как же лекции? У меня сегодня свободный день, препод на конференцию уехал. И мы с Машей решили пройтись по магазинам. Мне кажется, у Сони кто-то появился. Раньше она со всеми ребятами, которые за ней ухаживали, нас знакомила. А сейчас как будто скрывает что-то. Все время сидит в телефоне, рассеянная какая-то. Я пыталась несколько раз с ней поговорить, она все отмахивается. Мне кажется, ты зря переживаешь. Наденька, Соня у нас вполне взрослый, умный человек. Она сама совсем разберется. Маш, спасибо за завтрак, очень вкусно. Побежал. Надя, у вас с Сергеем все в порядке? Мне показалось. Да, нормально у нас все. Просто усталость накопилась. Семейная жизнь, особенно когда вместе работаешь, она не совсем легкая. Да и за Соню переживаю. И вообще. Надюш, ты бы рассказала Сергею, что с тобой происходит. Но зря ты в себе все носишь. Легче бы стало Маш, вообще. Мы же с тобой об этом уже говорили. Я лечусь, выполняю все предписания врачей. И давай больше не будем говорить о моей болезни. Угу. Антонов тебя уже соскучился. Ну вот зачем опять ее дергать? Она же так вчера ночью пришла. Далее. Такой период сейчас, Маша. Что-то не получается у них там. Ладно. Спасибо тебе за завтрак. Пока. До вечера. Видишь, эти клетки мутируют и ведут себя агрессивнее, чем обычные. И способность к регенерации у них выше, вот. Но это же видно на графике. Да, но если повысить дозу облучения, произойдет то, о чем Сережа говорил. Это совсем не факт. Олег Николаевич, в прошлый раз именно так и произошло. Всем добрый день. Добрый. Ну, как тут у нас дела? Зачем увеличили дозу? Мы еще ничего не сделали. Это просто симуляция. Надя. Ну, смотрите, мое мнение вы знаете. Надя! 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 Наденька! Надя! Надюш! Алло, скорая!
Жена упала в обморок. Нет, никакими хроническими заболеваниями она не страдает. Лучевая болезнь. У нее лучевая болезнь! Что ты сказал? И еще, пожалуйста, марачино, но немного позже и очень горячий. Спасибо. Сонька, а что происходит? Ты такая загадочная. И зачем меня сюда привела? А тебе что, не нравится? Мне очень нравится. Только мы с тобой собирались платье тебе купить. Ай, да успеем мы это платье еще купить? Я, знаешь, хотела тебя кое с кем познакомить. Кое с кем это с кем? Добрый день. Денис Петрович? Садитесь, студентка Семенова, 5. Денис? Маша. Денис Петрович мой преподаватель итальянского языка. А это Маша, моя тетя. Она учит детей музыке. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Кафе Боленте. Но Семенова. Просто такой же, ну почти такой же. Я пью в Милане. Только там его подают в маленьких семейных кофейнях, где все время с утра звучит уже живая музыка. Маша, вы любите музыку? Итальянскую? Да, конечно. Особенно Джузеппе Верди. Верди. Да. Опера, эпоха романтизма. Меня просто родители замучили в детстве музыкальной школой, поэтому я классиков ненавижу. Ты просто не слышал, как Маша играет. Сонь. Ой, то есть вы. Маша, сыграй. Пожалуйста, здесь и рояль есть. Сонька, не выдумывай. Здесь кругом люди и вообще, ну что значит сыграй? Даже не думай. Простите? Маш, ну как он тебе? Ой, не знаю. Воспитанный, взрослый. Я же его впервые вижу. Он замечательный. Правда. Ты его узнаешь поближе и сама все поймешь. Мария? Да. Рояль в вашем распоряжении. Я серьезно. Вон там владелец ресторана, он приказал. Просим. Здравствуйте, меня зовут Никита, я владелец этого заведения. Вы так красиво играли. Очень приятно. Мария. Мария. А вы, очевидно, профессионально занимаетесь музыкой, да? Очевидно. Мария, а вы не хотели бы у нас играть по вечерам? Я понимаю, это странное, неожиданное предложение. Я объясню. Дело в том, что у нас играл по вечерам пианист, и многие посетители приходили в ресторан специально, чтобы послушать, как он играет. А полгода назад он уехал за границу. А я вот с того времени никак не могу найти им замену. И вот сегодня впервые я услышал, как кто-то играет, как это объяснить, с душой, что ли.
Никита, мне очень приятно все, о чем вы говорите, но я давно не играю для публики. Я преподаю и хотела бы этим и заниматься. Огромное вам спасибо за предложение, но нет. Очень жаль. Ну, вы вот возьмите. Ну, вдруг как-нибудь передумайте. В любом случае, спасибо. Это было по-настоящему здорово. Спасибо. Всего хорошего. Да, Сереж? Пап, как она? Не знаю, милая. Не пускают туда. Так, да не переживай ты так, все будет хорошо. Сереж, что произошло? На работе плохо стало, в обморок упала. Что врачи говорят? Стабилизировали, но состояние тяжелое. Пап, так а что же все-таки с мамой? Она ведь никогда раньше и не болела, серьезно. Так, дочь, там внизу кулер есть. Давай-ка ты иди водички принеси нам. А мы с Машей пока здесь побудем. Вдруг доктор выйдет и расскажет нам, что с мамой. Давай вперед, вперед, вперед. Скажи мне, ты тоже знала, что у нее лучевая болезнь? Да, знала. Но я обещала. Я слово Наде дала, что буду молчать. Понятно. Что мы Соне скажем? Что? Как она? Пока непонятно, никого не пускают. Вот, Маш, познакомься. Олег Антонов тоже знал, что у моей жены лучевая болезнь. Сереж, зачем ты так? Все, получается, все знали, кроме меня. Да кто все-то? Она просила не говорить никому. Ну, знаешь, надо быть… Я не знаю, каким надо быть уродом, чтобы не замечать, что человек, с которым ты живешь, тяжело болен. Что ты сейчас сказал? Да то, что слышал. Ты же ее в упор не замечал. Все со своими достижениями носился. Привык, что она всегда рядом, как предмет интерьера. Она человек, Семенов, да. Она человек, она женщина. Она замечательная, удивительная женщина. А ты знаешь, ты… Вы что, с ума здесь все посходили? Взрослые же люди. Я сейчас охрану позову. А вы идите за мной, а то мне кровью все заляпаете. Маш, что случилось? И куда папа побежал? Я сейчас вообще ничего не поняла. Сереж, наконец-то. Мы с Соней очень волновались. Скажи мне, ты знала, что она и Антонов? Что? Что, Антонов? Что у нее роман с Антоновым. Ты знала? Сереж, тебе нужно отдохнуть. Ну, какой роман? Это какой-то бред. Нет. Нет, Маша. Так вот, почему ты на него набросился. Сереж, ну ты что? Олег Антонов, Маша. Мы с ним знакомы еще с института. Он очень Надю любил. Даже на свадьбу наш не пришел. А сейчас он 1,5 года назад перевелся к нам.
Я так рад видеть его был. Правда, очень рад, очень. Я даже представить себе не мог, что вот он и Надя. Боже мой, какой же я идиот. Сереж, Какой дурак, Господи. ты это все придумал. Тебе нужно поспать. Давай мы с тобой завтра с утра пойдем к Наде, и она сама тебе скажет, что это неправда. Хорошо? Машенька. А сейчас я тебя уложу спать. Маш, Вставай. Маш, Вставай. а знаешь, что самое главное? Антонов прав. Это я. Я во всем виноват. Ну как же так можно? Как же можно? Как же можно жить с человеком рядом и не видеть, что он болен? Как? Сереж, я же тоже не знала. Надя мне совсем недавно рассказала. И Соня не знала. Она моя жена. Мы с ней 22 года вместе. Я должен был увидеть. Я должен был понять. Понимаешь? У нее все время голова болела. Я, знаешь, от чего думал? Думал, на работе устает. Сереж, это было ее решение. Она тебе сама потом все объяснит. И не смей винить себя, ты слышишь? Надя все это время лечилась у лучших докторов. И нет у нее никакого романа. Она всю жизнь любит только тебя, а ты ее. И с ней все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо. Как там Сонечка, Сергей? Переживает очень. Соня здесь. Я ее позавтракать в кафе отправила. А Сергей скоро придет. Его в лабораторию срочно вызвали. Надюш, тут вчера Олег Антонов приходил. Узнать, как ты. Сергей решил... Представляешь, он решил, что у вас роман. Рано или поздно это случилось бы. То есть... Правда? Надь, ну как же? Вы же столько лет. Маша, очень сложно объяснить. Я ошиблась. Я очень сильно ошиблась. Просто Олег, он еще и в институте за мной ухаживал. А потом, когда в лаборатории у нас появился, он так на меня смотрел. На меня давно так никто не смотрел. Как бы ведь Сережа родные люди. Мы уже приросли друг к другу. Он мой муж. Первый и единственный. А я ненавижу себя за то, что Сережу предала. И уже ничего не исправить. Если бы можно было все исправить. Надя, Надюш, не говори так. Все всегда можно исправить. Вот увидишь.
Ты только поправляйся. Мы обе знаем, что я отсюда не выйду. И ничего уже не исправить. Сегодня врач приходил. Он сказал, что дело плохо. Надя, выброси из головы эти мысли, слышишь? Даже думать об этом не смей. Врачи тоже ошибаются. Маша, обещай, что ты не бросишь Сонечку и Сережу. Мамочка моя дорогая, как ты? Я тебе сказать должна. Это очень-очень важное и хорошее. Надя, Надя. Нам удалось ее стабилизировать, но, к сожалению, вам надо приготовиться к худшему. Перспективы вы неутешительные. Я должен ее увидеть. Нет, она очень слаба. Извините. Ну что ты хнычешь? Ну перестань. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Сергей, куда? Наденька, родная моя. Сережа, прости меня. Я так виновата перед тобой. Надя, ты только поправляйся, слышишь? Остальное уже не важно. Я тебя люблю. И я тебя люблю, Сережа. И всю жизнь любила только тебя. Если бы можно было все вернуть. Не плачь, Сережа. Не надо. Береги Соню. И Машу. Так, немедленно покиньте палату. Мне позвать врача? Сейчас. Иди, Сережа. Тебя дома ждем. Слышишь? Соня, не будем мешать, пусть побудет один. Маша, у меня будет ребенок. И я не успела об этом маме сказать. Сонечка,
Ты беременна? Девочка моя, ну это очень хорошо. Ты папе сказала? Нет, пока не говорила. Ну, почему? Это же такая новость. Я скажу, но позже. Даже Денис об этом не знает, только ты. Маш, только ты папе не проговорись, пожалуйста. Ты слышишь? Я сама. Хорошо, как скажешь. Пойдемте, я отвезу вас домой, потом поеду на работу. Вот, Анатолий Михайлович, мы получили первые результаты. Нам удалось подобрать оптимальные дозы и избежать побочных эффектов. Инвесторы очень довольны вашей работой, Сергей. Вы сделали практически невозможное. За такой короткий срок нашли специалистов, запустили лабораторию. Я лично очень доволен, что вы согласились к нам перейти. Спасибо. Но я заметил, вы каждый день уходите не раньше полуночи. Я, конечно, понимаю, азарт исследователей и все такое, но также вы загоните себя. Тем более, недавно вы пережили такое горе. Мне так лучше сейчас. Надеюсь, я не нарушаю внутреннего распорядка. Нет, конечно, ничего вы не нарушаете. Поступайте, как считаете нужным. Я очень вам сочувствую. Держитесь. Спасибо. У тебя какие планы на сегодня? В 2 школах собеседование, а там посмотрим. Может, пойду в парк погуляю. А ты? Да никаких особо. После лекции сразу домой, экзамены на носу. Буду учиться. Ясно. Соня, скажи, пожалуйста, ты с Денисом поговорила? Пока нет. Мы с ним последний раз виделись на маминых похоронах. Не до того было. А потом он сразу уехал в командировку. Скоро должен вернуться. Мне почему-то кажется, что ты тянешь время. Папе не говоришь, Денису не говоришь. Или я ошибаюсь? Маш, ну что ты не ешь? Очень вкусно. Маш, понимаешь, Денис женат. Женат? Он скоро подаст на развод. Они с женой совершенно чужие люди, и этот их брак давно уже просто формальность. А потом я все скажу всем. Но я не хочу сейчас. Я не хочу, чтобы он из-за этого принимал решение. Я хочу, чтобы он сам. Понимаешь? Сонь, может, все-таки лучше сказать правду именно сейчас? Потому что получается, что ты его обманываешь. Ну и тебе лучше понимать, как жить дальше, если вдруг он... Маш, не может быть никаких вдруг. Я очень на это надеюсь. Так когда вы можете приступить к работе? Я готова прямо с завтрашнего дня. Николай Семенович, вы просили сделать запрос, вот пришел ответ. Посмотрите, это важно. Так. Так. Что-то очень нелестно о вас отзывается директор вашей школы. Мария Алексеевна, ну как же так? С таким опытом работы и вдруг такая скверная рекомендация.
Дело не в моей работе. Там была конфликтная ситуация по сокращению дотации на бюджетные места. Я не могла это так оставить, а директор школы меня не поддержал. Ну и… Понятно. За правду, значит, боретесь? Ну что ж, это похвально. Похвально. Но, как бы там ни было, принять вас на работу с такой рекомендацией я не могу. Мне очень жаль. Здравствуй, Машенька. Как твои дела? Да все в порядке. Потихоньку привыкаем к тому, что произошло. Как у тебя с работой? Удалось устроиться? Пока нет. Но я хожу на собеседование, но… Это очень странно. Ты же учитель года все-таки, и потом у тебя такое резюме. Пока мне это не очень помогает, к сожалению. У меня есть в столице один приятель, директор музыкальной школы. Мы как-то с ним давно не общались уже, но попробую-ка я ему позвонить. Что вы, Иннокентий Францевич, не нужно никому звонить. У меня сейчас еще одно собеседование, поэтому… Это совсем не сложно и вообще ничего не гарантирует. Так что ты себе спокойно иди на свое собеседование. Одно другому не мешает. Алло, Никита. Здравствуйте, это Маша, пианистка. Помните, вы приглашали меня играть в ваш ресторан по вечерам, а я отказалась? Никита, ваше предложение актуально? Привет, Сережа. Привет, Маш. А где Соня? Соня у подружки. Курсовую пишут. Звонила, говорила, что поздно вернется. Хорошо. Сереж, а я завтра выхожу на работу. Наконец-то. Работа, это хорошо. Да, Маш, прости, что ты сказала? Я буду играть в хорошем ресторане. Я уже там была. Почему в ресторане? Ты же преподаватель. Да, но преподавать пока негде. А сидеть без дела я уже совсем не могу. Ты лучше расскажи, как ты на новом месте, а то я тебя почти не вижу, ты занят все время. Работы много. И это хорошо. Хорошо, что есть работа. Прорвемся. Я так рад, что ты с нами. Честно говоря, я не знаю, как я справился бы без твоей поддержки. Мы же одна семья. Я все-таки в следующем месяце перееду. Почему? Разве тебе здесь плохо? Нет, мне пора самой начинать жить. Я планирую дать объявление о частных уроках на дому. И если сюда будут приходить ребята, чтобы заниматься… Господи, Маш, так пусть приходят. Я ведь с самого начала планировала жить отдельно. Но Надя меня уговорила подождать. В общем, Сереж, я приняла решение, и, пожалуйста, не отговаривай меня. Ну, подожди, а деньги? Ты же только устроилась. Деньги у меня есть. Я еще в Раменских отложила, чтобы квартиру здесь снимать. Ну, хорошо, хорошо.
Знай, если тебе что-то понадобится, то… Спасибо. Если мне понадобится, я обязательно к тебе обращусь. Спасибо. Здравствуйте, можно? Можно, входите. Соня? Витя? А ты что, тут работаешь? Да, прохожу ординатуру. А у тебя проблемы какие-то или просто плановый осмотр? На осмотр по особому случаю. Я беременна. Тогда проходите сразу на УЗИ, потом я запишу ваши данные. Вот кушетка. Вить, спасибо. Очень рада была встрече. Это так неожиданно и неловко. Почему неловко? Я же врач. Вот мой номер телефона. Если будет что-то беспокоить или какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйся, звони. Договорились? Спасибо тебе большое, но я надеюсь, что все будет в порядке. Да. Это моя тетя. Она очень правильная и решила лично проконтролировать, что я стала на учет. Твоя правильная тетя абсолютно правильно поступила. Мы с Виктором учились в одной школе, только он был на 4 года меня старше. Виктор Владимирович, поторопитесь. У нас пациентка на приеме. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Маша, представляешь, у меня будет девочка. Как же здорово. Мама бы очень обрадовалась. А знаешь, как я ее назову? Надя. Наденька. А по-итальянски эсперанса, Энса. Но мне больше нравится Надюша. Папа, мама так всегда называла. Доктор у тебя славный такой. Сразу видно, внимательный. Представляешь, а Витька-то моя первая любовь. Да ладно. Я в 7 классе была, а он в 11-м. И что, у вас был школьный роман? Вот, конечно. Он меня вообще не воспринимал, относился как к малявке. А вот теперь у меня скоро будет собственный ребенок. Маша, как вы? Освоились уже? Если что-то нужно, вы не стесняйтесь, говорите. Все в порядке. Главное, чтобы вы, посетители, были довольны. Ну, меня все более чем устраивает. Посетители, я уверен, тоже. И я рад, что вы передумали. Правда. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы заказывали столик на двоих. На имя Денис. Да, я помню. Это у вас с женой круглая дата, да? Совершенно верно. Ваш столик, прошу. Спасибо. Милая, присаживайся. Меню. Хорошего вечера. Спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Любовь моя, закажи, пожалуйста, что-нибудь на свой вкус. Я пока для нас музыку закажу. Обслужите, пожалуйста. Хорошо. Добрый вечер, Маша. Я и не знал, что вы здесь играете. А то бы выбрали другой ресторан, да? Ну, зачем вы сразу так? Просто… Могу ли я вас попросить не говорить Соне, что я был здесь с другой женщиной, пожалуйста? Почему? Почему? Угу. Ну, хотя бы потому, чтобы не причинять ей боль. Во-первых, она этого не заслуживает. Во-вторых, для этого совершенно нет повода. Денис, а зачем вы врете? Что вы имеете в виду? Я сама слышала, что вы пришли сюда со своей женой отметить годовщину свадьбы. Маш, жизнь очень многогранна и сложна. И она не делится только на черное и белое, как клавиши фортепиано. Существует множество оттенков, цветов. Я где-то такое уже слышала. Только знаете, мне кажется, что в жизни все намного проще и четче.
У меня была возможность в этом убедиться. При чем тут вы, Маша? Соня взрослый человек, и она вправе сама решать, что ей делать. Это касается только нас двоих, меня и Сони. И я тоже знаю, что мне делать. Конечно, вы знаете. А то, что Соня беременна, это вы знаете? И что теперь с этим делать, вы тоже знаете, да? Ну скажи мне, почему ты плачешь? Я помогу, милая. Машенька, ну наконец-то ты пришла. Целый час уже плачет. Поговори с ней, может, тебе что-нибудь расскажет. Сонечка, маленькая моя. Зачем ты влезла? Кто тебя просил? Ты все испортила. Сонь, я не хотела. Так вышло. Я думала, что... Ты не сказала, чтобы я избавилась от ребенка. Он хочет, чтобы я сделала. Так, доча, какого ребенка? Ты беременная, что за Денис? Это отец? Только попробуй хоть слово сказать. Я с тобой вообще никогда разговаривать не буду. Соня! Что за Денис? Ты его знаешь? Сереж, ну правда, я не могу тебе ничего сказать. Что Ты значит же сам не слышал. могу? Маша, она ребенок маленький еще. Она уже взрослый человек и сама решает. Ага. Значит, разберемся сами. А тебе, Маш, лучше поскорее переехать отсюда. Коля, ты большой молодец. У вашего сына настоящий талант. Спасибо. Нам и в школе так говорили, но я хотела, чтобы вы его послушали. Даже не сомневайтесь. Если Коля будет и дальше так заниматься, то из него может получиться очень хороший пианист. Я не знаю, потянем ли. В школе обещали оплату поднять. Наверное, придется еще одну работу искать. Не знаю. А давайте сделаем так. Пока в школе каникулы, я буду заниматься с Колей у себя дома. А потом что-нибудь придумаем. Маш, я не смогу много платить, так что извините, наверное... Свет, я буду заниматься с Колей бесплатно. Поймите, ваш сын очень талантливый мальчик и любит музыку. Я понимаю, что вам сейчас очень непросто, но будет очень и очень обидно, если такой ребенок не сможет заниматься. Ой, спасибо. Спасибо вам. Ну что, Николай, до встречи. Пойдем. Спасибо. Не за что. До свидания. Я же тебе говорила, Маша замечательная. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Не знала, что вы любите поэзию. А это единственное, что застряло в моей голове из школьной программы. Маша, вы выпьете со мной кофе? С удовольствием. Прошу. Спасибо. Извините. Да, Иннокентий Францевич. Что? Уже? Вот это да. Конечно, прямо сейчас. Спасибо вам огромное. После встречи я вам сразу же позвоню. До свидания. Никита, простите, мне нужно уже бежать. Спасибо вам большое за то, что разрешили послушать здесь Колю. Совсем не за что.
Ну, как обычно, до вечера, да? Конечно. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, добрый день. Добрый. Элечка, вы ко мне? Что-то случилось? Нет. То есть да. Вы так быстро от нас ушли, я не успела с вами попрощаться. Это вам. Я сама связала. Ну что, не нужно было. Сергей Анатольевич, я вас люблю. Я понимаю, я все понимаю. У вас недавно умерла жена. Но я готова ждать. Сколько нужно, столько и буду ждать. Я выгляжу, наверное, сейчас как дурочка, но... Нет, нет, совсем нет. Ты очень хороший человек. Искренний, добрый. Но поверь мне, я не тот, кто тебе нужен, правда. Ты прости, пожалуйста. Я должен ответить на звонок. Да, Евгений Васильевич? Да, скоро буду. Эля! Эля! Ну зачем же вы так? Здравствуйте. Можно? Проходите, Мария Алексеевна. Присаживайтесь. Спасибо. Иннокентий мне много хорошего о вас рассказал. А он зря говорить не будет. Я к его мнению всегда прислушивался. Вот человек. Бодрый, энергичный. Детишкам музыку преподает. Да, Иннокентий Францевич молодец. А я вот, признаться, с радостью ушел бы на пенсию. Да вот не могу пока. Не пускают. У нас ведь даже и учителей не хватает. Вот сейчас выпускной класс остался без педагога. Пойдете? Конечно, пойду. Вот хорошо. Сейчас, простите. Алло? Какие такие застройщики? Ладно, я сейчас закончу здесь, потом пусть заходят. Ну что ж, Мария Алексеевна, я буду очень рад, если вы прямо с завтрашнего дня будете у нас работать. Огромное вам спасибо, Павел Афанасьевич. Ну тогда до завтра. До завтра. Да. И еще. Мне кажется, мы с вами сработаемся. Мне тоже так кажется. Спасибо вам большое. И вам. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Добрый. Прошу вас. Я представитель владельца строительной компании «Масштаб Стройинвест». Чем обязан? Глава администрации этого района подписал приказ о сносе здания школы, как ветхого, и передаче территории под строительство торгового центра.
Ну вот видишь, как все просто получилось. Полчаса и оформили тебе академ. А ты боялась. Дочь. Просто не хотела кое с кем здесь случайно встретиться. Вот же. Пап, пойдем в машину скорее. Это он? Я скоро приду. Папочка, нет, пожалуйста. Иди в машину, я сказал. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Простите. Вы руки уберите. Так это значит, вы итальянский язык моей дочери преподавали? Что вы хотели? У меня сейчас пара, я спешу. Давайте договоримся. Ну, раз спешите, то я могу и ускорить. Пап, прекрати. Пожалуйста, пойдем отсюда. Дочка, тихо, все хорошо. Да пошли вы. Тихо. Ну ты, папка, даешь. Так, у меня совещание через полчаса. Так, А поехали-ка мы с тобой мороженого поедим. Можно тебе мороженое? так точно. Ключи? Прошу. В машину? Yes. Добрый день. Здравствуйте. Павел Афанасьевич, мне сказали, что уроки отменили. Что-то случилось? Случилось. Нашу школу закрывают. Как закрывают? Сегодня утром меня вызвали в администрацию. В общем, здание школы признали аварийным, его снесут и построят торговый центр. Ну нельзя же так просто сдаваться. Ну давайте я обзвоню родителей, составим обращение, соберем подписи. Ну должны же они прислушаться. Да бесполезно это все, ваши подписи, обращения. Придется дочку в другой район возить. А давайте митинг устроим. Вот у нас во дворе чуть детскую площадку не снесли, магазин хотели построить. Так все жители вышли, надавали этим строителям так, что на следующий день они всю технику вывезли и забор сняли. Вам Марина Сергеевна хорошо говорит, надавали. А нас всех после ваших митингов ни на одну работу не возьмут. Да, а так нас никто уважать не будет. Мы все-таки педагоги, а не марионетки. Так, пожалуйста, успокоились, успокоились. Не все так плохо. В администрации обещали, что дадут нам новое здание. Вы меня удивляете, Павел Афанасьевич. Вроде бы взрослый человек, а в такие сказки верите. Но, а что я еще могу сделать? Ну вот что? А вот вы, Мария Алексеевна, чего молчите? Да вы вообще с нами или как? Тоже опасаетесь, что вас больше никуда на работу не возьмут? Что там? Это Маша. Понятно. Ну что, поехали. Папа, она меня завтра на ужин к себе зовет. А пойдем вместе, а? Нет, дочь. Завтра не могу. Ну вот что ты? Не могу, не могу. Сколько можно? Уже 3-й раз отказываешься. Вот смотри, у меня есть повод на Машу обижаться, сам знаешь. И то я ей благодарна и давно с ней помирилась уже. В итоге все равно бы все закончилось. Ну а ты-то чего на Машу злишься? Да я не злюсь, милая, не злюсь. Уже не злюсь. Честно говоря, и сам не понимаю, почему я набросился тогда на нее. Пойми, надо, чтобы все улеглось. Прошло время. Да сколько еще должно времени пройти? Хватит, завтра идешь со мной и точка. Мы семья, в конце концов. А ты напористая у меня. Вся в маму. Ну ладно, хорошо. Завтра пойду с тобой. Класс! Маш, я спросить хотел. Да. У вас что-то случилось? Я плохо играла. Нет, ну что вы, все хорошо. Просто я же вижу. Вы за сегодня ни разу
не улыбнулись? Да так, ничего не случилось. Это связано с моей школой. Что-то серьезно? Закрывают ее. Это очень обидно и несправедливо. Но это же не смертельно, правда? Найдите другую школу. Слушайте, у меня есть идея, как вам поднять настроение. Я хочу отвезти вас в одно замечательное место. Вот прямо сейчас. Сейчас? Никита, но скоро люди начнут приходить на ужин. Ничего, я же начальник. Я вам даю отгул на сегодня. Ну что, согласны? Угу. Я пойду переоденусь. Да. Итак. Да. Ноги на ширине плеч. Угу. Немножко согнуты в коленях. Угу. Так, чуть вперед. Вот так, да. Подбородок выше. Руки прямые, расслабленные. Да. Хорошо. Теперь замах. Левая рука прямая. Отлично, отлично. Плечико немножко вперед. Угу. И удар. Вот. Все получилось. Ну что, давайте попробуем еще раз. Нет, спасибо, я пас. Мышцы ужасно гудят. Никогда не думала, что гольф – это такая сложная игра. Сложно, но ведь у вас хорошо получается. Спасибо. Как теперь настроение? Получше. Я вам очень благодарна, Никита. Возможно, я когда-нибудь научусь и стану настоящей гольфисткой. Торжественно обещаю вам в этом помочь. Кстати, настоящим гольфистам после занятий полагается вкусный-привкусный ужин. А здесь есть замечательный ресторанчик. Нет, спасибо, Никит. Вы знаете, я боюсь, что на ужин у меня просто нет сил. В следующий раз, хорошо? Ловлю на слове. Вы мне пообещали. Вот налево сейчас. Маш, привет. Сережа. Ничего себе, какие гости. Соня, что же ты не предупредила? Я тоже, между прочим, рад тебя видеть. Хотели сделать сюрприз. Получилось? Получилось. Проходите, пожалуйста, что же вы... У тебя квартира замечательная. И пианино есть. Да, все так, как я хотела. Только осталось шторы повесить. Я карниз купила, никак не могу позвать мастера, чтобы он помог ее сделать. А зачем мастера? Ты папу попроси, он все сделает. Правда, пап? Да, конечно, помогу, конечно. Так, никого не надо просить, я мастера вызову и все. Пожалуйста, присаживайтесь к столу. Ну, Маша. Мой любимый салат. Прости, папа, но тебе, боюсь, ничего не достанется. Ешь, дочка, ешь. Маш, ты рассказывай, как у тебя дела в школе? А что нового? Ты в школу устроилась? Да, устроилась еще в прошлом месяце. Только недолго я радовалась. Школу нашу закрывают, здание собираются снести, а территорию отдадут под строительство торгового центра. Вот же обидно. И что теперь? Теперь попробуем с этим поспорить. Родители и учителя такие боевые оказались. Ну и у меня есть кое-какой опыт. В Раменске было что-то похожее. Директор нас очень поддерживает. В общем, завтра устраиваем митинг. Посмотрим, кто кого. Ничего себе. Ой, это у меня. Да, Вить, привет. Конечно, я помню, что сегодня вечером осмотр. Но спасибо, что напомнил. Да, да, конечно. Буду ровно в 7. Маш, ты... Сереж, ты прости меня.
за то, что тогда произошло. Это ты меня прости. Просто как-то навалилось все одно на другое. Давай забудем обо всем. Ладно? А у нас для тебя подарок. Да? Забыл совсем. Вот. Это тебе. Открывай. Ух ты! Это же птичка счастья. Птичка. То же самое сказал мне продавец в магазине. Птичка счастья. Вот сюда и привезем. Вот. О, уже собрали ее? Это Маша, птица счастья. Сереж, ты расскажи, как у тебя на новой работе. Заканчиваем клинические исследования и поеду на конференцию в Бостон. Пап, Маш, давайте хоть сейчас не говорить о работе, ну пожалуйста. Соня, а мне интересно. Пожалей меня, я всю жизнь это слушаю. Маш, ты бы лучше сыграла что-то, м? Да, в самом деле, Маш. Сыграй. Я так давно не слышала, как ты играешь. Я тоже. Ну, хорошо. Привет, Маша. У тебя есть минутка? Привет. Да, конечно, проходи. Красивая. От Никиты? Да, от Никиты. Ты что-то хотела спросить? Приятно, наверное. Я люблю цветы. Понятно. А как насчет того, кто тебе их подарил? Утренний капучино? Цветы? А в гольф он тебя уже научил играть? Значит, научил. А теперь он пригласит тебя в театр, на премьеру. У него знакомый режиссер есть, который всегда ему пригласительные дает. Я не понимаю, к чему это все. А к тому, что у нас с ним тоже так все начиналось. У него одна и та же схема. А потом он тебя в постель затащит. А дальше найдет себе другую, новую Машу. А ты будешь смотреть, как он с ней все это повторяет. Так как сейчас смотрю я. Вик, ты влюблена в Никиту? А что, если и так? Я с ним уже 2 года работаю. И за это время стольких Маш навидалась. Ничего серьезного у вас с ним не получится. Послушай,
Ты зря затеяла этот разговор. Я тебе не соперница, и никаких планов на Никиту у меня нет. Он ко мне хорошо относится, я ему за это очень благодарна, не более. По-другому к нему относиться я не смогу, я себя знаю. Ты о чем-то еще хотела поговорить? Нет. Это не срочно. Тогда я пойду поработаю, если ты не против. Что-то не так? Почему вы молчите? Витя, с моей малышкой все в порядке? Судя по анализам, мамочка, у вас начальная стадия анемии. А это значит, что ваш ребенок страдает от гипоксии. Это нехватка кислорода. И если срочно не принять меры, придется лечь на сохранение. Какие меры? Скажите, доктор, я все сделаю. Виктор Владимирович, выпишите, пожалуйста, рецепт. Ага. Будешь принимать препараты железа. И еще надо наладить правильное питание. А, да. И больше гулять на свежем воздухе. И все. Спасибо большое. Да, анализы. До свидания. До свидания. Я на секунду. Никита? А где все? А я всех отпустил. Завтра 2 банкета у нас. Пусть отдохнут. Пожалуйста. Маша, вы сегодня так играли. Вот как-то особенно. Спасибо. Никита, и цветы очень красивые. Но, пожалуйста, не нужно больше мне ничего дарить. Почему? Ну, артистам принято дарить букеты. Что в этом такого? Я серьезно. Это лишнее. Хорошо, я услышал. Все, больше никаких цветов на работе. Но у меня есть предложение. Один из наших постоянных гостей, режиссер, подарил мне 2 пригласительных на премьеру своего спектакля. Вот я и подумал. А может быть, вы составите мне компанию? Одному скучно. Спасибо, но нет. Хорошо. Тогда разрешите просто проводить вас домой. Ну, иначе не смогу уснуть. Вот буду думать, чем же я вас обидел. Никита, вы меня ничем не обидели, но... Что вы делаете? Простите, Маша. Я спешу, да? Хорошо, я не буду торопить события и дальше. Не нужно ничего дальше. Поймите, ничего не изменится. Простите, но... отпустите меня. Ну зачем все так усложнять? Маш, ну ты же взрослая девочка, ведешь себя как малолетка. Никита, мне кажется, вы все неправильно поняли. Уверены, что хотите уйти? Учтите, надумайте вернуться. Я не вернусь. Всего вам хорошего. Коленька, подожди. Не торопись, ты спешишь, поэтому сбиваешься. Давай попробуем еще раз.
ослышалась. Спасибо вам, Машенька. Мне так неловко, вы так много времени нам уделяете, а мне оплатить нечем. Ну, опять вы за свое. У Коленьки есть все шансы победить в этом престижном конкурсе. Это самая лучшая для меня награда. А еще это и прямой выход на международный уровень. Ну, просто как-то вот не верится, что это все происходит. Мы вам так благодарны, вы так много для нас делаете и занимаетесь все время, и заявку на конкурс подали. Вы просто наш ангел-хранитель. Ну, так меня еще никто не называл. Прям крылья прорезаются. Не ожидал я от вас, Павел Афанасьевич, такого необдуманного поступка. Перед самым выходом на пенсию идти на конфликт. Павел Афанасьевич опытный педагог. Он много лет руководит школой, которую вы собираетесь закрыть. И вы сейчас пытаетесь его шантажировать. А вы, простите, кто? А я преподаю в этой школе. Лаврова Мария Алексеевна. А, та самая учитель года из Раменска. Наслышан, наслышан. На вашем месте, Лаврова Мария Алексеевна, я был бы сдержаннее. Неужели жизненный опыт вас ничему не учит? Дело в том, что Мария Алексеевна талантливый педагог. Дети ее просто обожают. Прекрасно, вернемся к делу. Здание признано аварийным. Денег на ремонт нет. А если обрушатся перекрытия, пострадают дети, что вы будете говорить родителям? Знаете, давайте договоримся. Вы прекращаете свой митинг, а я позабочусь о том, чтобы вам дали новые помещения. Если бы такая возможность была, вы бы вначале переселили школу, а уж потом… Павел Афанасьевич, успокойте, пожалуйста, вашу коллегу. Не нужно испытывать мое терпение. А я тоже не намерен сдаваться, Борис Евгеньевич. Знаете, я всегда следовал правилу. Говори, что думаешь, делай, что обязан, и будь, что будет. А ничего хорошего не будет. Можете мне поверить. Павел Афанасьевич, а здорово, что вы его музицировали. Ну пусть знают, а то привыкли, что все им подчиняются. Главное, что хуже не было. Вы же сами сказали. Делай, что обязан, будь, что будет. Сказал. Значит, так и будет. Смотрите, вон еще один на помощь прискакал. Нет, это ко мне. Привет. Ты как здесь оказался, Сереж? Ну, ты же сама вчера говорила. Вот я и приехал. Поддержать протест. Ну, и тебя поддержать, если что. Спасибо. Ну-ка, стойте! Стойте! А ну не смейте трогать! По какому праву? Последнюю совесть потеряли. Сейчас же занесите инструмент обратно. Папаша, отойди, не мешай. Парни, поставьте пианино. Молодцы. А сейчас дружно взяли и занесли его обратно. Так я не понял, ты кто такой? Значит так, мужики, это здание еще никому не передано. Постановление не подписано. И все имущество, в том числе и музыкальные инструменты, принадлежат школе. Вот именно. А значит, то, что вы сейчас делаете, квалифицируется уголовным кодексом нашей страны как грабеж. Сколько у нас за грабеж дают? Правильно, от 3 до 8. Я понятно объясняю? Ты что, мент, что ли? Так, мужики, пусть они тут сами разбираются. Давайте поставим там, где мы взяли, и валим отсюда. Это правильно. Спасибо. Да что? От всей души спасибо. Сережа, а откуда ты знаешь, что постановление не подписано? Да ниоткуда. В смысле? Главное самому верить в то, что ты говоришь. Вот и все. Давайте, давайте, ребят. Все остальное тоже заносим обратно. Вперед, вперед! У нас в женской консультации по вечерам проходят курсы для молодых родителей. И я очень рекомендую записаться. Но это будет полезно не только тебе, но и папе ребенка. А без папы никак не обойтись? Можно, конечно, но обычно рекомендуют сыр. Я что-то не так сказал? Просто это не очень приятная тема для меня, понимаешь?
Так получилось, что я буду одна растить ребенка. Я ошиблась, выбрала не того человека, и теперь вот. Но я не жалею. Меня поддерживает папа, Маша. Это тетя моя. Так что моя дочка ни в чем не будет нуждаться, и я сделаю все, чтобы она выросла счастливой и здоровой. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. А ты женат? Да. Не нашел еще пока ту единственную. Слушай, там есть кафе, в нем делают отличные фреши. Пошли? Пойдем. Надеюсь, соседи нас не прибьют. Я тоже на это надеюсь. Сереж, спасибо тебе большое. Ты столько для меня делаешь. Давай я тебя хотя бы ужином накормлю. Ты же голодный? Да не то чтобы очень, но от ужина не откажусь. Опять свет выключили. У нас такое бывает. Сережа, что мы делаем? Это никогда не должно повториться, слышишь? Да, не должно. Тебе лучше уйти. Да. Сейчас. Да-да. А карниз? Я прошу тебя, уходи. Да. Я пойду. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Павел Афанасьевич, уже скоро объявят результаты конкурса, и я сразу же вернусь в школу. Скажите, а строители больше не приходили? Нет, никто не приходил. Хорошо. Если что-то случится, пожалуйста, позвоните мне. Я немедленно приеду. Обязательно, Маша, не волнуйтесь. Спасибо. До свидания. Скорее бы назвали уже победителя конкурса. Сердце выскакивает прямо. Коленька, ты отлично сыграл. Какое бы решение жюри не приняло, знай, что ты был лучше всех. Ты мне веришь? И я это тебе говорю не потому, что ты мой ученик. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Здравствуйте. Отойдем. Простите. Неожиданная встреча. И не очень приятная. До сих пор злишься на меня? Марк Викторович, я не злюсь на вас. Просто надеялась, что никогда больше вас не увижу. Но это ты зря. Все-таки в одной сфере работаем. Если ты хочешь продолжать в ней работать, придется привыкать, Маша. Вы хотели мне только это сказать или что-то еще? Да, хотел. Николай Карташов, это твой ученик? Да, мой. А что? Увидел в списках участников конкурса. А в графе «педагог» твоя фамилия. А какое ты имеешь отношение к этому конкурсу? Самое непосредственное. Я в жюри, Маша. Так вот, Николай Карташов – это единственный из участников, который не занимается в музыкальной школе. А в правилах конкурса не указано, что участник должен обязательно учиться в музыкальной школе. Всего вам хорошего, Марк Викторович. Вот, все готово.
Объективно сильнее всех выступила Катерина Ивченко. Отличница. В прошлом году тоже заняла первое место. А на мой взгляд, лучше всех сыграл Карташов. Не всякий взрослый пианист так справится с этим ноктюрном Шопена. Я категорически против. Этот мальчик не посещает музыкальную школу. Занимается частным образом. Присудив ему победу, мы бросим тень на всю нашу систему музыкального образования. Как начальник департамента образования столицы, я скажу вот что. Если преподаватель, который так блестяще подготовил ученика к конкурсу в домашних условиях, не работает в системе музыкального образования, то это наша с вами проблема. И ее надо решать. Учитель Карташова Лаврова Мария Алексеевна. Трудится в 25-й музыкальной школе Южного района. 25-я школа – это самая, где родители митинг устроили? Вы думаете, я не в курсе? По этому вопросу мы с вами отдельно поговорим. Завтра в 10 у меня в кабинете. Ну что, коллеги, предлагаю приступить к голосованию. Кто за Карташова? Единогласно. Не могу поверить, что Коля победил. Коленька, ты не представляешь, как я горжусь тобой. Мария Алексеевна, я сам не ожидал. Если честно, я до сих пор не верю. Так, жду вас завтра на занятия. Победа в конкурсе – это, конечно, хорошо, но останавливаться нельзя. Правда, Коль? Да. Идем. Привет. Сергей, ты зачем пришел? Я не знаю. Я целый день работать не мог. По городу ездил, думал. Я прошу тебя, не нужно. Маша, подожди, я понимаю, это все неправильно, но... Господи, ну почему же неправильно? Почему? Потому что Надя – это моя сестра, я не могу предать ее памяти, и ты не можешь. Маша, я не могу тебя из головы выбросить. Маша. Сережа, между нами ничего не может быть. Ты это понимаешь? Маша. Сереж, у тебя шрам на плече. Откуда он? Упал в детстве. С крыши у бабушки. Честно говоря, еще легко отделался. Только руку сломал. Бабушка сказала, что я в рубашке родился. Представляешь, а я в детстве ногу сломала. Правую. Надя должна была со мной смотреть, но на что-то отвлеклась. А я залезла на какой-то забор и
я шлепнусь оттуда. Наде потом очень сильно досталось от мамы. Ей всегда из-за меня доставалось. Сереж, как мы дальше будем? Ну как? Расскажем все Соне. Что мы ей расскажем? Что мы вместе. Что так бывает. Я думаю, она обрадуется. Давай никому не будем открывать. Я все-таки посмотрю, кто там. Кто там? Сереж, там Соня. Как же я могла забыть? Маша! Маш, это я, открывай! Курсы. Мы же вчера с ней договаривались. Какие курсы? Для беременных. Я обещала пойти с ней на первое занятие. Папа? Так, спокойно. А почему ты не на работе? Сонь. Вы что, серьезно? Сонь. Милый. Передачи! Соня! Добрый день, Павел Афанасьевич. Можно? Спасибо. Из администрации больше не приезжали? Судя по всему, затаились. Боюсь, что это просто затишье перед бурей. Слушайте, а может, они отступили? Ну, так же бывает. Должно же быть в жизни что-то хорошее. Ну, так, конечно. Выдается. Здравствуйте. Федор Дмитриевич, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Раз уж вы здесь, Маша, поздравляю вас с победой вашего ученика. Исключительно талантливый мальчик. Спасибо. Павел Афанасьевич, я пойду. Нет-нет, останьтесь, у нас нет никаких секретов. Я пришел, чтобы лично извиниться за действия своих подчиненных. Вся эта ситуация со сносом школы, я просто изначально не был в курсе. Виновные уже наказаны. В начале месяца на счет школы и на ее ремонт поступят средства. И никакого торгового центра здесь не будет. Так что можете совершенно спокойно работать. И впредь обращайтесь напрямую ко мне, если вдруг будут какие-то подобные ситуации. Спасибо вам, Федор Дмитриевич. Большое спасибо. Ну вот и договорились. До свидания. До свидания. До свидания. Я же говорила. Ну, надо же, а? Алло? Да. В смысле дома не ночевала? Машенька, что случилось? Дома не ночевала. Телефон выключен. Я уже всех знакомых обзвонил. В больнице. Ей ведь могло стать плохо на улице. Даже в морг звонил. Сереж, давай не будем думать о плохом.
Мне кажется, Виктор что-то может знать. Соня с ним в последнее время часто общалась. Какой Виктор? Они в школе вместе учились. Сейчас работает в женской консультации. Соня у него наблюдается. Случайно встретились. Давай пойдем к нему на работу, а если его не будет, попросим контакты. Пошли. И долго ты собираешься скрываться от отца? Ты разве не понимаешь, что произошло? Они предали маму и меня. Это он. Не отвечай. Не хочу видеть ни его, ни Машу. Соня, я понимаю, тебе сейчас больно. Но мама умерла, а жизнь, как бы это сейчас цинично не прозвучало, она продолжается. Без нее, понимаешь? Они же самые близкие для тебя люди. Ведь так? Так, ничего не изменилось. Просто в тебе сейчас говорит обида. Но если так случилось, двое людей встретили друг друга, ну разве это плохо? Это другое. Ну почему другое? Пойми. Ничего ужасного не произошло. А если ты будешь продолжать вести себя как обиженный ребенок, то ты станешь причиной несчастья двух самых близких для тебя людей. Это другой номер. Маша. Маша, это я. Девочка моя, ты где? С тобой все в порядке? Да, со мной все в порядке. Милая моя, пожалуйста, возвращайся домой. Я тебе все объясню, и мы... Я вечером приеду. Маша тоже пусть приходит, скажи ей. Хорошо, хорошо. Мы будем ждать. Пока. Что? Слава богу, с ней все в порядке. Ты же пойдешь со мной? Нет, не пойду. Вам втроем нужно поговорить. Только, пожалуйста, постарайся их понять, хорошо? А потом сразу наберешь меня. А если я не смогу? Что не сможешь? Ну, не смогу я их понять, что тогда? Ты сможешь. Я ж тебя знаю. Помнишь в школе, что случилось? Недавно снятый с должности главы Департамента культуры города Раменска Валерий Тищенко дал показания, в которых обвинил Марка Науменко, занявшего его место, во взяточничестве. Против обоих экс-начальников выдвинуто обвинение в коррупционных схемах. Ведется расследование. Марк Викторович, извините, ваши комментарии по поводу... Кристина, я же тебя просил не звонить, когда я на работе. Кристина, я занят, дома поговорим. Давай еще разочек. Машенька, и я рад тебя слышать.
Открытие школы после ремонта. Извини, детка, не смогу приехать. У нас выступление. Но я очень рад. Дорогие коллеги, ученики, родители, наш уважаемый Павел Афанасьевич давно просил отпустить его на заслуженную пенсию. И мы не имеем права ему в этом отказать. Поэтому я хочу представить нового директора школы Марию Алексеевну Лаврову. Так сказать, помолодевшей школе нужен молодой директор. Thank you.